Есть в Чувашии такой Валерий Филимонов. Он глава местной Единой России и до недавнего времени много лет был председателем Госсовета Чувашской Республики. 19 октября он внезапно объявил о срочном прекращении своих полномочий, якобы в связи с переходом на другую работу. Но неделю назад стало известно, что срочное смещение депутата с должности произошло не просто так. Оказывается, единоросса обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Хочу проинформировать, действительно мною принято решение покинуть свой пост. Оказалось, и вот уж неудивительно, что Филимонов обычный жулик. До 2016 года он 22 года подряд был генеральным директором сети государственных аптек, предприятия «Фармация», Министерства здравоохранения республики. В последние 2 года своего руководства Филимонов от имени «Фармации» по сильно завышенной цене и без всяких конкурсов заключил несколько договоров аренды нежилых помещений. Арендовал помещение при этом он сам у себя и у своих близких родственников. Из-за действий депутата государственное предприятие потеряло почти 1,5 миллиона рублей. Недавно над Филимоновым состоялся суд, но узнать о дате заседания было невозможно. Сначала на сайте суда не было никакой информации о деле, а потом сайт и вовсе сломался. Удивительное совпадение. Вчера стало известно, что суд снял с Филимонова уголовную ответственность и назначил ему только судебный штраф – 40 тысяч рублей. Это произошло, потому что Филимонов признал вину, раскаялся и возместил ущерб. А прокуроры и потерпевшие были не против такого наказания. Филимонов в конечном счете остался вообще без уголовной судимости. Более того, глава республики Игнатьев недавно назначил Филимонова заместителем руководителя своей администрации. То есть самый главный единорос республики, до недавнего времени глава чувашского парламента, коррупционер, который нажился на государственных аптеках и которого буквально поймали за руку, остается на свободе, с чистой совестью. Считаю, что мог бы найти применение именно и опыта, и знаний, которые я за эти годы освоил. Поэтому спасибо за доверие. И в это же время наш сторонник Алексей Миронов уже год сидит в колонии общего режима за 2 поста во ВКонтакте. Активистка Елена Блинова заплатила 200 тысяч рублей штрафа за то, что она просто постояла рядом с одиночным пикетчиком. Это просто подло и мерзко. Российские суды раз за разом пробивают очередное дно. Коррупционеры из Единой России воруют не стесняясь, потому что знают, что им ничего за это никогда не будет. Мы требуем от Игнатьева отставки Валерия Филимонова от всех занимаемых им должностей. Если вы поддерживаете нас, поделитесь этим роликом с друзьями и подписывайтесь на наш канал. Нужно, чтобы как можно больше людей знало о воре, который сидит в администрации главы республики и которому все сходит с рук. Мы не прощаемся, работаем вместе. Спасибо. Спасибо, Валерий Викторович. Уважаемые депутаты. А еще не удовлетворили. Подождите, Валерий Николаевич, решили голосовать.